Вы смотрите новости на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко и коротко о главных темах этого выпуска. Правительство России направило на создание лесопожарного центра «Север» свыше 5 миллиардов рублей. Вынесен приговор водителю микроавтобуса, по вине которого погибли 3 и пострадали 8 пассажиров на трассе Колыма в Татинском районе. Тренерский штаб сборной Якутии по вольной борьбе объявил состав команды для выступления на международном турнире памяти Али Алиева. Глава Якутии Айсен Николаев находится с рабочей командировкой в Нерюнгринском районе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев. По его словам, в Нерюнгри Илдархан проверит реализацию программы переселения из аварийного жилья, ремонт дорог, а также ознакомится с ходом реконструкции аэропорта в Чульмане. Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением на территории региона новой коронавирусной инфекции, не улучшается. Показатели заболеваемости сохраняются практически на том же уровне, на котором были неделю назад. Об этом сегодня сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе очередного заседания республиканского оперштаба. В настоящее время в реанимации в крайне тяжелом состоянии находятся 60 человек, из них 2 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки в республике зарегистрировано 5 летальных исходов. За вчерашний день первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 1628 человек, второй – 2500. Темпы вакцинации также сохраняются на уровне прошлой недели. Вчера, 22 июня, в республику поступило 2700 доз вакцины, которые будут направлены в Верхоянский и Эвено-Батантайский районы. По сообщению оперштаба региона, на 23 июня выявлено 95 новых случаев коронавирусной инфекции, из них в городе Якутске 57 случаев. Алданский район 7 случаев, Мегино-Кангаласский, Мирнинский и Нерюнгринский по 5 случаев, Эвено-Батантайский 4, Вилюйский 3, Аймиконский, Сунтарский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы по 2 случая. И в Верхневилюйском районе зарегистрирован 1 случай COVID-19. За сутки лабораториями республики проведено 1105 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии обработано 1 169 947 тестов. В республику поступило всего 214 117 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Всего первый компонент вакцины получили 193 365 человек, второй – 158 524 человека. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, особенно проживающие в Мирнинском районе. В настоящий момент достаточно высокий уровень мобильности, передвижения на территории Мирнинского района. В связи с этим обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения мер непосредственно защиты и, соответственно, от новой коронавирусной инфекции и достижения более высоких темпов вакцинации на территории, соответственно, Мирнинского района. Темпы вакцинации за последние 3 недели на территории республики значительно снизились. И несмотря на то, что по доле вакцинированных на 100 тысяч населения в целом на территории Российской Федерации Якутия находится в 5 лидеров в целом по стране, необходимо обратить внимание, что еще остается достаточно большая рисковая зона по распространению инфекции, несмотря на определенного рода такую вот видимую стабилизацию как таковую. И к другим темам. Правительство России направило на создание лесопожарного центра «Север» свыше 5 миллиардов рублей. Основной аэропорт базирования лесопожарного центра структурного подразделения авиалесоохраны расположен в поселке Черемшанка Красноярского края. Учреждение рассчитано на 390 сотрудников. Центр будет оказывать помощь наиболее горимым регионам, тушить пожары на труднодоступных и удаленных территориях Сибири и Дальнего Востока. Прежде всего в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Забайкальском крае и Республике Бурятия, говорится в сообщении. По факту нападения собаки на 5-летнюю девочку в Якутске проводится процессуальная проверка, сообщили в МВД республики. Напомним, инцидент произошел еще 15 июня. Собака укусила ребенка за лицо, оставив глубокие рваные раны. Сейчас девочка проходит медицинское лечение. Участковыми, уполномоченными полиции в данное время проводится работа по установлению владельцев агрессивного животного. По заявлению Департамента ветеринарии, благотворительный фонд «Помоги выжить», это бывший пункт передержки
также сегодня пытался найти животное, которое после инцидента больше недели продолжало находиться в том же районе и пугать детей. Но сегодня ее не оказалось на месте. Родители пострадавшей девочки боятся, что собаку могли спрятать хозяева, а это значит, что повторное нападение не исключается. Заявление об укусе малолетнего ребенка с собакой на улице Коммунарова поступило в отдел полиции номер 4 МВД России Якутска 15 июня. В рамках процессуальной проверки участковыми уполномоченными полиции проводится подворовый обход для восстановления владельца животного. В случае его установления он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Суд приговорил водителя микроавтобуса, по вине которого погибли 3 и пострадали 8 пассажиров на трассе Колыма в Таттинском районе, к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. 28 августа прошлого года мужчина 92 года рождения, управляя Toyota Hiace Regius, на небезопасной скорости выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace. В результате лобового столкновения 3 пассажира автомобилей получили травмы, несовместимые с жизнью, а 8 человек получили тяжкие телесные повреждения. Кроме отбывания наказания в колонии, мужчину лишили прав в течение 2 лет и 6 месяцев управлять транспортом. Прокуратура Таттинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении уроженца Тампонского района. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 2 или более лиц. В суде установлено, что 28 августа прошлого года подсудимый, везя пассажиров из поселка Хандга в город Якутск, управляя технически исправным автомобилем марки Toyota Hiace Regius, двигаясь по федеральной автомобильной дороге Колыма, выбрав небезопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения. В результате совершил лобовое столкновение с автомобилем марки Toyota Hiace, который вез пассажиров из столицы республики в поселок Хандга. В результате столкновения 3 пассажира автомобилей погибли, 8 человек получили тяжкие телесные повреждения. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Алкоголь и жара несовместимы. Врачи категорически запрещают употреблять спиртные напитки в жаркие дни. Сегодня Якутский республиканский наркологический диспансер почти переполнен. В летнее время, по словам наркологов, увеличивается число людей, у которых диагностируются серьезные психоневрологические отклонения. Этому способствует как раз-таки жаркая погода. А употребление алкоголя как раз усугубляет этот процесс. Поэтому врачи рекомендуют в жаркие дни больше пить простой воды, носить головной убор и одеваться по погоде. Ну, когда человек злоупотребляет алкоголем, да, не 1, не 2 дня, а несколько дней подряд, бывает до нескольких недель. И наступает состояние, которое он уже переносить самостоятельно не может, да, то есть начинается тремор, головная боль у него, тошнота, рвота, в общем, все признаки тяжелой интоксикации. И человек или самостоятельно, или по скорой помощи уже поступает в стационар к нам на лечение, чтобы это состояние как-то облегчить и выйти из него. Так, ну в данное время у нас отделение рассчитано на 30 пациентов, да. Сейчас находится 24 человека на стационарном лечении, которые, значит, поступили в тяжелом состоянии. В эти дни не стало балерины, заслуженной артистки России и Якутии Клавдии Ивановой. Она, уроженка Мегино-Кангаласского улуса, училась в Новосибирском хореографическом училище. Придя в музыкально-драматический театр в числе первых выпускников училища, молодая балерина сразу же окунулась в творческую атмосферу. Ее жизнь на сцене продлилась ровно 30 лет. В течение этих лет Клавдия Алексеевна с блеском и с особой чувственностью и пластичностью выполнила множество ярких партий и ролей. Наряду с классическими партиями Клавдия Иванова исполняла все ведущие роли известных якутских балетмейстеров. Она радовала своим искусством в рамках Дней родной республики в разных регионах и странах. С блеском гастролировала по Якутии и России. После окончания сценической деятельности она стала преподавателем, обучала детей хореографии. Все ее соратники и коллеги выражают искренние соболезнования семье заслуженной артистки. Клавдия Алексеевна большой трудяга, очень работала сверх даже того, что можно было работать.
Вот, всегда. Никогда у нее, по-моему, не было больничных. Вот. Очень хорошо работала и очень творчески. Вот. Ее самая главная партия в балете – это Жизель Адана. Нерюнгринец Эдуард Нестер погиб в Чечне, исполняя свой служебный долг 20 лет назад. Но и сегодня он жив в памяти своих земляков. О герое-сержанте подробнее расскажет Ирина Кичигина. Эдуард Нестер родился в городе Нерюнгри 20 марта 1981 года. Окончил 9 классов школы номер 4 и музыкальную школу. Потом отучился и получил диплом в Алданском политехническом техникуме. Весной 2000 года парня призвали в ряды российской армии в сухопутные войска Хабаровского края. Из учебного центра курсанта специально отобрали для обучения в снайперской школе. В марте 2001 года он оказался в Чеченской республике. Эдуард погиб во время разведоперации, нарвавшись на минное поле. В мае 2021 года на доме, где проживал Эдик, была установлена мемориальная доска. В торжественной обстановке открыли эту мемориальную доску. Выступал и глава района, и были выступления от города. От нас мама выступила, тут присутствовало очень много и жителей, и ребят с боевого братства. Многие женщины плакали. В городе это у нас пока такая первая мемориальная доска. Эдуард Нестер посмертно был награжден Орденом Мужества. После переговоров с матерью Надеждой Григорьевной в 2019 году документы старшего сержанта были переданы на хранение в городской музей. Это 25 материалов. Среди них документы, касающиеся службы, образования, фотоснимки и личная переписка. Письмо. Почерк у мальчишки такой еще как бы у школьника, но тем не менее это взрослый парень, уже 19 лет. Здравствуй, мамочка, Анютка, дядя Витя и Норта. Недавно получил перевод от дяди Сережи, выручил чуть-чуть, но я почти на 100 рублей наелся сладостей. Мам, мне скучно без тебя, шли мне побольше писем, я жду. Мам, за меня не беспокойся, все, что говорят о армии, все чушь, так что жди и никому не верь. Имя Эдуарда Нестера выбито на мемориале славы в Парке культуры и отдыха в числе нерюнгринских воинов-интернационалистов, погибших в локальных войнах. А в памяти своих родных парень навсегда остался любознательным, добрым и отзывчивым человеком, настоящим героем своего отечества. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Первая летняя смена проходит в 18 детских лагерях с дневным пребыванием и в 9 учреждениях труда и отдыха в Мирнинском районе республики. Они открылись 5 июня на базе 17 школ и 6 учреждений дополнительного образования. Отмечается, что в лагерях соблюдаются все санитарно-эпидемиологические правила в период повышенной готовности. Всего на организацию летней занятости детей в Мирнинском районе было выделено свыше 43 миллионов рублей, из которых 9 миллионов из республиканского бюджета. Также предусмотрено софинансирование со стороны Центра занятости района в размере свыше 946 тысяч рублей. Тренерский штаб сборной Якутии по вольной борьбе объявил состав команды для выступления на международном турнире памяти пятикратного чемпиона мира Али Алиева. Соревнования пройдут в Каспийске 25-27 июня. На турнир выйдут 12 борцов в составе сборной Якутии. Это Наял Белолюбский, Егор Вензель, Алексей Копылов, Федор Постников в весе 57 килограммов, Константин Капрынов, Петр Павлов в весе 61 килограмм, Албан Авакумов, Константин Власов и Виктор Рассадин в весе 65 килограммов, Тимур Николаев 74 килограмма, Нюргун Сергин 92 и Максим Толмачев в весе до 97 килограммов. Также на ковер от команды Польши выйдет якутский легионер Эдуард Григорьев в весе 61 килограмм. На турнире, по предварительным данным, свое участие подтвердили команды из 7 стран. К этому часу пока вся информация. Еще больше новостей вы найдете на наших сайтах як24.ру и nvk-online.ru. До встречи в эфире.